Наступила календарная осень, а погода радует нас теплыми днями. Здравствуйте, в эфире Азамат Ачурт, и сегодня в выпуске. 80 лет назад тувинские добровольцы ушли на фронт. Как это было? В новом учебном году за парты сели 70 тысяч учеников. В столице Тувы вновь выявили нарушителей запрета продажи алкогольной продукции. Новые парты, новые доски. В школе села Сесерлик сделан капитальный ремонт. Традиционно 1 сентября во всех школах начинается с торжественных линеек. День знаний открывает новый учебный год. На мероприятии в столичной первой школе побывала и наша съемочная группа. Беззаботное лето, каникулы и отдых позади. Впереди насыщенный учебный год, домашние задания, контрольные и уроки. По традиции на торжественной линейке первыми представляют малышей первоклашек. Для них сегодняшний день – это начало большого и интересного пути в страну знаний. На школу идти сегодня не лень. В новой форме и с цветами. Вот папа, радость маме. Почему сегодня я просыпался раз? Потому что я сегодня поступаю в первый класс. Я очень рад и счастлив, что я поступил в этот класс. И у меня, думаю, что будет хорошая учительница. Я знаю, что там есть учительница доска, которая, учительница объясняет все предметы. Я поздравляю всех с 1 сентября и с Днем знаний. Строевым и четким шагом почетное право поднятия государственных флагов России и Тувы предоставлено кадетам 11 класса. Если для тех, кто впервые переступил школьный порог, 1 сентября – это один из самых долгожданных и волнительных дней, то для выпускников немного грустный. Учебное время пролетит незаметно. Важно выбрать свою профессию, понять, куда нужно поступать. С напутственными словами и поздравлением выступила директор школы Татьяна Шарыпова. Дорогие выпускники, этот год для вас последний в вашей школьной жизни. И очень-очень ответственный. Да вы должны напрячься, все максимально силы приложить к тому, чтобы как можно лучше подготовиться к государственным экзаменам. Всем успехов в учебе, счастья, здоровья и всего самого-самого доброго. В этом учебном году впервые за парты сядут 7 тысяч первоклассников. Айра Сад, Владимир Суртюк, Самдан Эргет, телеканал Тува-24. С первым днем нового учебного года учителей, родителей и, конечно же, детей сегодня поздравил глава Тувы Владислав Хавалык. Уважаемые педагоги и родители, примите мои самые добрые и искренние поздравления с началом нового учебного года. 1 сентября – радостный и волнительный день для школьников, для родителей и для учителей. День знаний – без преувеличения общенародный праздник. Сегодня в Туве впервые переступит порог школы 7 тысяч первоклашек. Всего за парты сядут более 70 тысяч учеников. Еще 9 тысяч студентов начнут осваивать профессиональные знания в техникумах. Тувинский университет пополнился большим отрядом первокурсников. Их более 1 тысячи. У нас действует комплексная программа по созданию современной среды для образования, развития и воспитания наших детей. Правительство республики, органы местного самоуправления, строители провели большую работу, чтобы подготовить учебные заведения. 13 школ преобразились после капитального ремонта. Сейчас мы ведем строительство одновременно 11 новых школ. Уверен в том, что педагоги республики смогут заложить духовно-нравственные основы воспитания детей при мощной поддержке движения первых и 118 советников, директоров, которые приступают к работе сегодня. Пусть наши дети растут добрыми и честными людьми, станут отличными специалистами, ответственными гражданами, любящими свою родину. Сегодня, 1 сентября, мы с вами отмечаем День исторической памяти и чести тувинских добровольцев. Их подвиги в годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в наших сердцах, как и мужество защитников, которые сегодня сражаются за свободу и независимость нашей страны, продолжая героическую летопись Тувы и России. Дорогие друзья,
Желаю всем творческих удач и покорения самых высоких вершин. С праздником, с Днем Знаний! В селе Сесерлик сегодня двойной праздник. В День знаний двери распахнула обновленная средняя школа. По поручению главы Тувы Владислава Хавалыга, ход капитального ремонта школы, вопрос в современной поставке новой мебели и оборудования было на особом контроле Минобразования Тувы, рассказывает Мадар Сандан. За лето наша школа такая красивая стала, вообще не узнаю. Там, наверное, будет учиться классно, будет. Школа села Сесерлик в Пихемском районе считалась одним из сложных объектов капитального ремонта. Располагалась она в двух зданиях, которые никогда не ремонтировались. С апреля по август подрядчик успел обновить кровлю, настелить новые полы, поставить окна и приступить к внутренней отделке. У нас же здание старое было, деревянное было. При выравнивании стен было очень много сложностей. Но подрядчики преодолели все трудности и сделали нашу школу такой красивой, просторной и современной. На момент инспекционной поездки главы Тувы готовность учебного заведения составляла 80%. По поручению Владислава Хавалыга ход капитального ремонта был поставлен на особый контроль Минобразования республики. Наш глава Владислав Тавриштаевич приходил даже рабочим визитом 2 раза. Беспокоился, сделал замечания, давал совет подрядчикам. И мы, учителя, ученики, родители школы, очень благодарны нашему правительству, нашему главе Владиславу Тавриштаевичу и Министерству образования нашей республики во главе Хардиковой Елены Викторовны и нашим местным торгаларам Пихемского Кажуна и Управления образованием. Работы удалось завершить качественно и в срок. В школу поставлена новая мебель и оборудование на 2,5 миллиона рублей. 1 сентября, в День знаний, как и по всей стране, здесь прошла торжественная линейка. Затем в практически новой школе с современной инфраструктурой за парты сядут 192 учеников, из них 14 первоклашек. Мадар Сандан, Буян Мангуш, Айдана Сымданма, Тува 24. Новый учебный год начинается с мероприятий, которые направлены на безопасность детей и соблюдение правил дорожного движения. Сегодня сотрудники госавтоинспекции совместно с отрядом юных инспекторов движения провели профилактическую акцию «Внимание, дети». Тему продолжит Айрасат. Повторение – мать учения. Перейти из режима каникулы в новый учебный рабочий строй детям порой сложно. В ходе профилактической акции школьникам напомнили о том, как правильно переходить дорогу. Внимательно смотреть по сторонам, не отвлекаться на телефон и убедиться, что водители остановились и пропускают. В 9-й гимназии в классах юных инспекторов движения обучаются более 140 школьников. Мы являемся юидами 2 класса, учим всех соблюдать правила дорожного движения, а именно сегодня мы участвуем в акции «Безопасная дорога среди детей» и просим соблюдать правила дорожного движения и быть аккуратными на дороге. Я прошу их выключать наушники, выключать и соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными. Прошу, чтобы они всегда были аккуратными и чтобы они всегда смотрели на светофор, на дороге. Сначала нужно посмотреть по сторонам, потом уже переходить. Когда я вырасту, я хочу стать военным. Когда закончу школу, я хочу помогать своему народу и людям. Сотрудники ГИБДД призывают маленьких участников дорожного движения всегда пользоваться маршрутом «Дом, школа, дом», а также немаловажная роль в плане безопасности детей у взрослых и в первую очередь у автолюбителей. Также взрослым напомнили о соблюдении правил дорожного движения, о том, что при управлении автомобилем нужно снижать скорость перед пешеходными переходами и быть особенно бдительными вблизи образовательных учреждений, где возможно внезапное появление детей на проезжей части. Юные инспекторы движения напомнили всем участникам дорожного движения об использовании ремней безопасности и детских удерживающих кресел. Кроме того, в рамках профилактической акции дети вручили водителям памятки и буклеты с правилами дорожного движения. Айраса, Буян Мангуш, Самдан Эргет, телеканал Тува 24. Сегодня в столице Тувы впервые у здания Верховного Хурала, где 80 лет назад располагалось правительство ТНР, прошла историческая реконструкция отправки тувинских добровольцев на фронт. 1 сентября республика проводила 206 молодых людей.
Роли тувинских добровольцев исполнили актеры и желающие граждане, а провожающих сыграли потомки воинов. Посмотреть на церемонию реконструкции собрались жители столицы республики, а также члены правительства во главе с руководителем региона Владиславом Хавалыгом. В ходе мероприятия глава республики отметил, что для тувинского народа борьба Советского Союза с фашистской Германией стала такой же священной, как и для всех народов России. После реконструкции у памятника тувинским добровольцам состоялся митинг. Реконструкция, я думаю, для подрастающего поколения, для защиты Отечества и те времена, когда фашистская Германия вероломно напал на нашу Советскую Республику. И сегодня тоже происходит в Украине. Наши добровольцы тоже участвуют из Тувинской республики. Я думаю, вот это самые главные, важные моменты. Надо защищать Родину. Для подрастающего поколения это будет очень такой урок. Жители Тувы смогут задать интересующие их вопросы лично главе республики. Владислав Хавалык проведет прямой эфир в социальных сетях, во время которого напрямую пообщается с земляками. Трансляция состоится в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм 6 сентября. Начало в 17:00 по местному времени. Уже сейчас все желающие могут оставить свои вопросы руководителю региона под постами с анонсами прямого эфира на официальных страницах главы и правительства Республики Тыва. Также вопросы можно задать через специальные чат-боты, которые для удобства граждан разработал Центр управления регионом, Telegram и Viber и через платформу обратной связи на госуслугах. Все обращения будут обрабатываться специалистами ЦУРа вплоть до завершения прямого эфира. Напомним, что последний разговор с жителями республики в прямом эфире Владислав Хавалык провел 22 ноября 2022 года. Тогда по разным каналам губернатору поступило около 600 вопросов. Были подняты самые острые темы, горячо обсуждаемые в интернет-пространстве. С 1 сентября в лесах Тувы разрешен сбор кедровых шишек. Однако специалисты Министерства лесного хозяйства и природопользования Тувы напоминают о правилах сбора и противопожарном режиме, который продлен до 13 сентября. Проводятся и профилактические рейды, в одном из которых побывала и наша съемочная группа. В рейд специалисты вышли накануне 31 августа, а браконьеры уже здесь. Внешний вид данной таблетки привлек внимание лесных инспекторов. Высокая проходимость, колеса в грязи, автомобиль до отказа забит мешками и людьми. И интуиция их не подводит. В салоне авто 20 мешков с шишками, что уже тянет на штраф. В регионе действует запрет до 1 сентября на сбор кедровых шишек, а на календаре 31 августа. Сумма штрафа на данных граждан составила от 500 до 1000 рублей. Был замечен УАЗик, там находился гражданин, который с разрешительным пропуском для целей посещения лесного массива для сбора грибов и ягод. Санитарная безопасность тоже смотрим. И механические повреждения, если есть ущерб, тоже ущерб считаем. Кроме того, в республике запрещена рубка плодоносящих лесных насаждений, отдельных деревьев и срезание плодоносящих ветвей для заготовки орехов, а также заготовка кедровых шишек с применением любого повреждающего механического воздействия на кроны и стволы деревьев. Однако сборщиков орехов это не останавливает. В ход идут железные или деревянные молоты. Мы не собирались целенаправленно заниматься сбором кедровых шишек. Приехали просто отдохнуть и подышать свежим воздухом. По пути заметили орешки и решили собрать. Получилось полмешка. О запрете не знали, как и о пожарах. Министерство напоминает, жители имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и осуществлять заготовку и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, орехов и грибов, но только при наличии специального пропуска. А все из-за того, что в регионе действуют лесные пожары. С 22 августа по постановлению правительства Республики Тува особый противопожарный режим продлен до 13 сентября. Так что посещение лесной массив обязательно с пропуском от места посещения. Можно выписать пропуск от места посещения в лесничествах.
Сборщики даров тайги должны соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесах. Если в ходе рейдовых мероприятий обнаружат нарушителей противопожарной безопасности, то сумма штрафа составит 40 тысяч рублей. А сегодня лесные инспекторы собрали свой урожай в виде небольшой стопки административных нарушений. Чинчик Кашпуков, Владимир Сюртук, Айдана Сенденма, телеканал Тува-24, Пихемский район. Как сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Тувы, в Шаганаре в ближайшее время стартуют первые строительные и монтажные работы. На наружных инженерных сетях запланированы для реконструкции в рамках реализации в республике программы по модернизации коммунальной инфраструктуры. В частности, до конца текущего года работы будут проведены на одном из наиболее проблемных участков коммунальной инфраструктуры города, находящемся в районе улицы Саяно-Шушинская. Демонтаж износившихся труб и закладка новых выполнит подрядная организация ООО «Бастион» совместно с ГУП ТСП. Основной же объем строительно-монтажных работ на шаганарских сетях планируется в следующем году. Реконструкция будет проведена на трубопроводах системы водоснабжения и водоотведения по улицам Сельская. Реконструкция будет проведена на трубопроводах систем водоснабжения и водоотведения по улицам Сельская, Юбилейная, Улухемская рабочая, Гагарина, Фестивальная, Октябрьская, Горная, Новоселова, Студенческая и Енисейская. Глава Тувы Владислав Хавалык особое внимание уделяет борьбе с алкоголизацией населения. Как показывает статистика, зачастую преступления и дорожно-транспортное происшествие совершается в состоянии алкогольного опьянения. Наша съемочная группа побывала в рейдовом мероприятии по выявлению нарушений розничной продажи спиртосодержащей продукции. О результате проверки смотрите далее. Телеканал Тува-24 регулярно выезжает в рейдовые мероприятия. Каждая проверка еще раз подтверждает, что предприниматели зачастую нарушают закон и закрывают глаза на реализацию их продавцами алкоголя в запрещенное время суток. Не останавливают даже крупные штрафные санкции. Колбасные, молочные изделия, детское питание, обычный магазин, где кроме продуктов разрешена и продажа алкоголя. Сотрудники полиции установили факт продажи в запрещенное время. Вы же знаете, что по закону нельзя реализовывать спиртную продукцию? Часто вы так продаете? По закону продажа виноводочной продукции в Туве возможна только по будням с 11 до 15 часов дня. Это значит, что после разрешенного времени нельзя продавать алкогольную продукцию. Этот запрет не останавливает многих предпринимателей за добычей легких денег. Они сбывают алкоголь в любое время. Так, продавец продала бутылку в 17 часов. Нарушение закона республики объясняет личной нуждаемостью в деньгах. По многочисленным жалобам от граждан, поступившие на торговый центр города, в котором одном из торговых объектов, реализующий алкогольную продукцию, имеющую лицензию, поступила жалоба, что реализуют алкогольную продукцию, не соблюдая временных ограничений. По данному факту сегодня было организовано неочередное рейдовое мероприятие, в результате которого выявлен нарушение факт продажи алкогольной продукции. Один из торговых объектов, который будет привлечен к административной ответственности в соответствии с Кодексом об административном правонарушении. Как оказалось, в данном магазине имелась и продукция, которая, судя по акцизным маркам, уже была продана ранее. По данному факту юридическому лицу также придется ответить по всей строгости закона. Нарушение у нас получается продажи алкогольной продукции с нарушением учета. Получается 7 бутылок алкогольной продукции, то есть это водка и 3 бутылки коньяка были проведены. Соответственно, здесь предварительно усматривается нарушение лицензионных требований организации и предусмотрена административная ответственность. По состоянию на 31 августа мэрии города Кызыла совместно со службой по лицензированию и дежурными участковыми полиции был проведен 71 рейд. Проверено 715 торговых объектов, из них у 191 были выявлены нарушения. Изъято 6407 единиц алкоголя, что составляет около 6 тонн литров горячительного напитка. 8 торговых объектов были закрыты. Самые частые нарушения, которые выявили участники рейдов, продажа в неположенное время, а также несоблюдение запрета на реализацию алкоголя в многоквартирных домах. Орлана Байду, Буян Мангуш, Дарина Даргат, телеканал Тува-24. Делегация промышленников и предпринимателей Тувы в эти дни принимает участие в международном торгово-инвестиционном симпозиуме и выставке ярмарки текущего года. Мероприятие проходит в городе Эрлянь Китайской Народной Республики. О том, как прошел первый день форума, рассказывает Гузель Кунзет.
Организатор поездки – Центр кластерного развития Фонда поддержки предпринимательства Республики. Поездка стала возможной благодаря участию в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также при поддержке правительства Республики Тыва и Министерства экономики. Совместное использование возможностей развития экономики нынешнего мира, стремление к общему развитию и совместное процветание. Под таким лозунгом торжественно открылся Ирландский симпозиум. В его работе принимают участие представители деловых кругов России, Монголии и Китая. Из Республики Тыва делегация приехала из состава 18 человек в город Иранхот, Китая. На базе форума проходит подфорумы сельское хозяйство, транспортный коридор Китай, Монголия, Россия, туризм и коневодство. В рамках форума также проходит выставка-ярмарка, которая дает дополнительные возможности для поиска международных партнеров. В целом, охват участников составляет более 1000 человек из около 500 компаний. На выставке представлены более 700 видов продукции из Китая и Монголии. На одной из площадок симпозиума прошел подфорум по приграничному сотрудничеству и обмену в области туризма между 3 странами. Специалист информационного центра по туризму Тувы Аис Мангуш презентовала туристический потенциал Тувы. На соседней площадке прошла встреча 3 стран по вопросам в области производства и переработки продукции сельского хозяйства и животноводства. Представители Народного правительства города Ирлянь, Народного правительства провинции Восточная Гоби Монголии и Федерация промышленности торговли Республики Тыва провели 3-сторонние переговоры и подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Продукт, который мы должны получить от этого проекта, имеет в плане переработки в конечном итоге это в виде круп, макаронных изделий, лапши быстрого приготовления, рапсового масла и комбикормов и отрубей. В целом проект рассчитан на ежегодное хранение и переработку 51 тысячи тонн зерновых. Для этого по нашим расчетам наших возможностей и местных фермеров, и будущих потенциальных арендаторов хватает. Это в плане предоставления пользования наших земель неиспользуемых, которые мы в 2022 году 120 тысяч гектаров поставили на кадастровый земельный учет. И в течение текущего года, 2023 года, 60 тысяч гектаров мы по плану должны поставить на земельный кадастровый учет и предоставить дальнейшее пользование местным товаропроизводителям, либо другим арендаторам и инвесторам. В конце первого дня форума в Доме культуры города Ирлянь прошел красочный концерт с участием музыкальных коллективов 3 стран – России, Монголии и Китая. Туву представил театр танца и костюма Эдегей. Гюзель Кунзет, Азамат Очур, Тува-24. Это была вся информация данному часу. А я, Азамат Очур, с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Всего доброго.